Я прошу, делайте свое дело. Ну, нужно сделать так, чтобы люди были довольны. Вот что я говорю. Бол-футбол, Глава Ингушетии Махмуд Али Калиматов посетил лесоперерабатывающий комбинат Мужичи в Сунжинском районе. В этом году программа «Борьба с онкологическим заболеванием» продолжается в рамках нацпроекта. И еще выделены дополнительные денежные средства для дооснащения и переоснащения онкологических центров. Сегодня Всемирный день борьбы с раковыми заболеваниями. О чем говорили на конференции в онкодиспансере и как там лечат от смертельной болезни. Мастера на все руки готовились к соревнованиям долго и усердно. Понимали, упорство и отточенные практические навыки здесь пригодятся. WorldSkills 2020 выявит настоящих мастеров. В Ингушетии стартовал региональный чемпионат «Молодые профессионалы». Лучше обратиться к специалисту, к врачу, который непосредственно вами занимается. Быстро распространяется, легко передается и смертельно опасен. Жертвами коронавируса стали 425 человек. Расскажем о мерах защиты. Делаются отделочные работы, электрика полностью закончена. В Сунже завершается строительство детского сада на 220 мест. Когда откроется объект и какие условия создаются для малышей, расскажем. На канале Ингушетия новости 24. Здравствуйте. Глава Ингушетии Махмуд Али Калиматов посетил лесоперерабатывающий комбинат Мужичи в Сунжинском районе республики. Планируется, что инвестиционный проект с 2024 года выйдет на плановую мощность 4800 кубометров готовой продукции в год и обеспечит порядка 50 рабочих мест. В настоящее время инвесторам завершены земляные работы, возведен забор и подключены электросети. Все подробности в нашем сюжете. Генеральный директор инвестпроекта Хасан Богатырев рассказал о его реализации. Комбинат располагается на участке площадью 16 тысяч квадратных метров. Цель его заключается в организации непрерывного цикла перерабатывающего производства от получения первичного сырья древесины и его распила до переработки и изготовления готовой продукции. Кроме этого, завершена линия по изготовлению мебельной доски, бруса и погонажных изделий. Подключены станки. По словам Хасана Богатырева, помимо выполненных работ, начато строительство помещения под ленточную пилораму. Полностью производство будет запущено до конца года. Мебельная доска будет сюда. Так, раз. Мебельный брусок будет. Так. Для столов, стульев, валяется. Да. Также погонажные изделия будет. Это имеется в виду евровагонка, европол, блокхаус, имитация и уголовки. И какое дерево? Это, в основном бук, ясен, электрическое полностью проведено, и подземное, чтобы погрузчику не мешает. Оно все уже запущено. Это как раз майки. Вот я на нем работаю. Вот, чтобы обрезать. Обрезается вот эти вот края, чтобы вот тогда долевой процесс производства, где-то мы должны к концу года полностью запустить и измерили объект. Да. Это мы с Майкопом привезли в 2018 году, да, в 2019 году. Да. Ну, царца есть договор. Основной дуб, ясень будет оттуда поставляться, и бук тоже. Лиственные породы, в основном вайцегеры, плотные бук маяц пока. А сама лиственница мы с Архангельска и хвойную будем под евровагонку, европол оттуда с Архангельска. Вентиляция. Ты хочешь сказать, что ты отходами обеспечиваешь себе тепло? Да, полностью. А ты на паркет не сможешь? Конечно, сможешь. Сможешь? Да, мы сейчас в начале месяца мы... Дубовый? Ну, дубовый, да, с Майкопа будем привозить. Но паркетную линию мы еще не ставили. У нас по проекту только мебельный щит и распиловка круглого леса, пилорамы. Да? Ну, потихоньку расширяться. Махмуд Али Калиматов подчеркнул важность организации и поддержки подобных предприятий для жителей республики. Он отметил, что необходимо в рамках закона организовать поставку местными жителями, лесниками материала на производство. Работу предстоит организовать Министерству природных ресурсов и главе Сунжинского района, поскольку лес республики сосредоточен в основном на этой территории Ингушетии. Руководитель региона рекомендовал гендиректору расширить линейку продукции с акцентом на качество. Таким образом, реализация проекта создаст востребованное промышленное предприятие в республике. Что я хочу, чтобы вы разработали? У нас, по моим сведениям, значит, у нас местные люди, Болсбацар, Хамадацар, это не вина их, это мы виноваты, не создаем ничего.
Но с другой стороны, они все равно, ну, мягко скажем, лес потихоньку воруют. Вот они его продают за 5-6 тысяч. Мне говорят, вот этим перекупщикам. Значит, нам как это сделать, чтобы в рамках закона, делянка жильца, вот сделать, вот, ты можешь их посчитать в районе, да? Через Министерство экологии и лесного хозяйства определить, и чтобы он официально их скупал. Он же налоги будет платить, все будет платить в районе. Чтобы он, например, зарабатывал, чтобы у него лес был, чтобы он там, ну, ему же нужен материал. Да, материал из Махби официально оформите. Официально сдавали ему лес. Война, болтцы было, я поддержку тебя личную буду делать, и он будет делать, и правительство будет. Но ты только не обмани меня. Понимаешь? Ты только возьми, я тебя прошу. Асхамы чашу, делянка же, дабардары, ерды, вожди, цена, хаби, ждали. И у них будут официальные налоги, у тебя будут официальные налоги. В заключение глава региона заявил, что организации будет оказана поддержка со стороны руководства и правительства республики при условии, что компания наладит легальную и полностью прозрачную систему сбыта материалов и покажет себя добросовестным представителем бизнеса. Я прошу, делайте свое дело. Ну, нужно сделать так, чтобы люди были довольны. Вот что я говорю. Хади Добриева, Хусейн Гагеев, Юсуп Ханиф. Новости 24. Сегодня Всемирный день борьбы с раковыми заболеваниями. В России этим недугом страдают примерно 3 миллиона человек. За минувшее десятилетие число больных, по статистике Минздрава, выросло на 18%. Цель проведения дня – привлечение внимания общественности к этой глобальной проблеме, напомнить о том, насколько опасны и распространены сейчас онкозаболевания. В регионе Дню борьбы с раком посвятили большую конференцию. Из онкодиспансера материал Жаредат Халухоевой. Мне врачи говорили, что успела прыгнуть в последний вагон. Все нормально будет, сказали. Не было бы счастья, да несчастье помогло. Это старинная русская пословица в полной мере описывает ситуацию Пятимат Исраиловой. 2 недели назад ей удалили злокачественное образование. В больницу попала после падения. Операцию провели, не теряя времени, а главное – успешно. После операции сказали начальная стадия, я не вникала, потому что я не хотела вникать. Такие страхи были, но меня здесь успокоили, лечение проводит нормально. Облучение идет нормально. Таких пациентов в региональном онкодиспансере немало. Коварная болезнь не щадит никого. При обнаружении рака у многих просто опускаются руки. Но отступать досрочно вовсе не выход. Об этом в очередной раз напоминают врачи за круглым столом в День борьбы с раком. Уже ставшая традиционная конференция. Сегодня ее посетил в Рио председателя правительства Ингушетии Владимир Сластенин. Вы знаете, как глава республики много уделяет внимания именно здравоохранению. Вы знаете, какие вещи и оборудование закуплено по национальным проектам в последнее время. И буквально вот на прошлой неделе у нас был решен вопрос еще о выделению достаточно денежных средств для приобретения уникального оборудования медицинского для нашей республики. У вас рак. Каждый год в кабинете врача эти слова слышат больше полумиллиона россиян. Каждый третий диагноз удается поставить на ранней стадии, когда шанс победить болезнь больше 90%. Именно на онкологическую настороженность в основном и направлена работа медиков в последнее время. Это сейчас основной вектор, который задан у всех абсолютно врачей и средних медицинских работников во всех учреждениях. И мы только что говорили о том, что онконастороженность и то, что смотровые кабинеты, и обходы, и выезды, все это нацелено на именно предупреждение и просветительскую работу. Мы очень активно этим занимаемся и придаем этому направлению одну из самых главных значений. Главное в работе онкологов – быстро, квалифицированно и качественно оказать медицинскую помощь пациентам. Но важнее этого, как отмечают на конференции, вовремя выявить болезнь. В 40% случаев при диагностировании бывают ошибки. Рак находят там, где его нет, или наоборот, упускают злокачественную опухоль. Чтобы минимизировать такие ситуации, начиная с этого года по всей стране будут развивать направление врач общей практики. Чем отличается специалист от врача? Специалист знает болезнь или одного органа, или одной системы. А врач знает больного, личность, человека знает. Надо знать вот так подход должен быть. Вот это я отстаиваю и выработал вот его интегральный диагноз. Если условия содержания, это не так и сложно.
человек в течение 15-20 минут, изучая именно его морфологические признаки, расспросил кое-что, за это время может точно 70-80% точно сказать, что было, что есть и что будет. В полную мощь республиканский онкологический диспансер заработал 2 года назад. С момента запуска здесь уже проведено более 1000 операций различной степени тяжести. И это не предел. Врачи серьезно намерены снизить число заболеваний в регионе. Медучреждение принимает одновременно сразу 100 пациентов в смену. Полный цикл обследования и лечения по многим локализациям онкологии. В этом году мы дополнительно в рамках нацпроекта будем приобретать аппарат магнитно-резонансной томографии. На сегодня мы пользуемся услугами республиканской больницы и перинатального центра. В онкодиспансер за помощью, профилактикой и лечением обращаются не только жители республики. Здесь принимают и пациентов из других регионов. Помогает в этом передовое оборудование, отделение химиотерапии, онкохирургии, паллиативной помощи, а также отделение лучевой диагностики и терапии, цитологическая и клинико-диагностическая лаборатория. Все это, как следствие, сотни спасенных жизней. В рамках национального проекта «Борьба с онкологическими заболеваниями» онкологические центры, онкологические учреждения медицинские получают большое количество оборудования, получают новые схемы лечения. Также выделяются достаточные средства для приобретения онкологических препаратов. Это дорогостоящие препараты, которые ранее не были доступны. В этом году программа «Борьба с онкологическим заболеванием» продолжается в рамках нацпроекта. И еще выделены дополнительные денежные средства для дооснащения и переоснащения онкологических центров. Благодаря возможностям республиканского онкодиспансера пациенты даже с самыми запущенными формами заболевания получают шанс прожить еще не 1 год. Жардат Хулухоева, Ахмед Парчиев, Новости 24. Прибыли на родину с честью, выполнив миротворческую миссию. Военнослужащие батальона военной полиции без потерь вернулись из Сирии к месту постоянной дислокации в Ингушетию. В Троицком их встречали командование, сослуживцы, родные и представители госвласти региона. Это уже 5-я командировка батальона в Сирийскую Арабскую Республику. Из войсковой части 64-670. Репортаж Зелимхана Калоева. С возвращением повод, чтобы собраться на плацу воинской части в Троицкой радостный. Вернувшийся домой батальон военной полиции Южного военного округа с честью выполнил свои задачи. Охрана важных объектов группировки российских войск, обеспечение правопорядка и безопасности местных жителей, сопровождение гуманитарных колонн. После 5-й командировки из Сирии в Ингушетию вернулись около 300 военнослужащих. Группа в полном составе. Для Сафара Гусейнова, как и большинства его боевых товарищей, самое сложное в таких командировках, что семья далеко. А трудностями службы их не удивить. В 1000 километрах от родины они думали о доме, родных и близких, но тем не менее не давали слабину в ответственной миссии. Чаще всего каждый там думает о своей семье. Ну и не забываем про товарищество. Друг друга поддерживаем. Бывают разные ситуации, сложные. Для нас беречь свои жизни, здоровье и также выполнить задачу, вернуться живыми, здоровыми. Личный состав батальона не раз доказал, что успешно способен выполнять любые поставленные перед ним задачи, как внутри государства, так и за его пределами. Задач было много. Несли службу на постах, то есть наблюдали за режимами прекращения огня. Все выполняли свои специфические задачи. Батальон военной полиции Южного военного округа выполнял миротворческую миссию в Сирии в течение 3 месяцев. Военные полицейские обеспечивали безопасность при проведении совместных с медиками гуманитарных акций российско-турецкого военного патруля на севере Сирии. Российский триколор для жителей нечто большее, чем просто флаг. Это символ надежды и мира. К России вообще относятся очень хорошо в этих местах. Очень много людей, которые учились в Советском Союзе. Очень много тех, кто ждет от России реально помощи и надеются на нас, потому что война уже 2011 года, люди устали от войны. И видя наш флаг, наши машины, наших солдат, это их успокаивает.
Во имя мира на земле, пожалуй, можно назвать главным лозунгом военных командировок. Поздравить бойцов с успешным завершением миссии приехал первый вице-премьер Ингушетии, а также представители Главного управления военной полиции Минобороны России и руководство 58-й общевойсковой армии. Разрешите зачитать приветственный адрес главы Республики Ингушетия Махмута Али Макшариповича Калиматова. Уважаемые товарищи, дорогие друзья, сердечно поздравляю вас с возвращением из Сирийской Арабской Республики после успешного выполнения поставленных перед вами задач. Находясь в Сирии, вы внесли достойный вклад в защиту интересов России, ведущей непримиримую борьбу против международной группировки террористов. На успешные действия военнослужащих военной полиции обратил внимание в ходе недавнего посещения командного пункта группировки вооруженных сил России в Сирии наш президент Владимир Владимирович Путин. Он подчеркнул, что в Сирии группировка наших войск решает задачи не только помощи сирийскому народу в освобождении от террористических формирований банд, но и защищает свой родной дом, не допуская инфильтрации боевиков в Россию и в соседние с нами государства. Приятно отметить, что вклад батальона в установление мира на многострадальной сирийской земле высоко оценено руководством вооруженных сил Российской Федерации. Более 100 военнослужащих батальона награждены государственными и ведомственными наградами. Но самое главное, что личный состав батальона выполнил все поставленные задачи и вернулся на родину без потерь. От лица руководства Главного управления военной полиции Министерства обороны я от себя лично хочу пожелать военнослужащим батальона здоровья и благополучия, поблагодарить ваших родных и близких за стойкость и терпение, хорошо вам отдохнуть и вновь встать в строй для выполнения боевых задач. Но самое главное, благодаря вашей сплоченности, уверенности в плече каждого товарища в строю, вы все живыми вернулись домой. Поздравляю вас с успешным выполнением поставленной задачи, а также ваших родных и близких. Но сейчас у вас предстоит еще не менее важная задача, и которую, я просто уверен, вы выполните тоже с честью, достоинством и тем долгом, который каждый мужчина должен отдать своей семье и посвятить время родным и близким. Традиционно отметили заслуги отличившихся бойцов. Около 50 военнослужащих удостоили ведомственными и госнаградами за высокие показатели в служебной деятельности и воинскую доблесть. Старшего лейтенанта Григорьева Игоря Игоревича. Пока бойцы могут отдохнуть и провести время с родными и близкими, а в конце весны батальону предстоит уже 6-я командировка в Сирию. Зелимхан Калоев, Майрбек Межоев, Новости 24. Региональный чемпионат профессионального мастерства «Молодые профессионалы WorldSkills Russia 2020» стартовал сегодня в Ингушетии. Соревнования будут проходить 3 дня до 7 февраля. Церемония открытия этого чемпионата проходила в топливно-энергетическом колледже. Всего в регионе подготовлены 7 базовых площадок для мастеров-участников по нескольким компетенциям. Тему продолжит Диана Дударова. Грация, четкость и тонкий подход в каждом движении рук. Участники не только сильны в своих специальностях, но и творчески одарены. Ответственно подошли как к подготовке площадок для проведения соревнований, так и к торжественному открытию регионального чемпионата «Молодые профессионалы». И вот она, красная кнопка отсчета. Старт 7-му этапу в регионе дают победитель международного чемпионата WorldSkills, вице-премьер и министр образования Ингушетии. 3, 2, ура! Старт! 5 из 16 компетенций, заявленных у нас в регионе, проходят в топливно-энергетическом колледже. Веб-дизайн и разработка, малярные и декоративные работы, сухое строительство и штукатурка, электромонтаж и навыки мудрых. Мастера на все руки готовились к соревнованиям долго и усердно. Понимали, упорство и отточенные практические навыки здесь пригодятся. Ведь только на одной этой площадке WorldSkills собрал 25 сильнейших участников республики.
К шуму станков, пилы и другого оборудования здесь придется привыкнуть. 3 дня он будет доноситься из каждой аудитории. На этой площадке борются в компетенции малярные и декоративные работы 5 студентов из разных СУЗов республики. У каждого участника своя кабинка. Никто не отвлекает, не подсказывает и не переступает их территорию. Алисхан Катиев, студент 1-го курса, эту специальность выбрал сам. А участие в соревнованиях для него возможность показать на практике свои профессиональные навыки. Делаю шкурку, потом я буду полировать грунтом и буду шпаклевать дверь. Самое главное – это умение и спокойствие, не отвлекаться на других. WorldSkills стал самым ожидаемым мероприятием для молодых профессионалов. Поздравить с открытием чемпионата и пожелать удачи участникам приехали и представители правительства, Минобра, МРСК и других ведомств региона. С каждым годом количество соревнующихся растет, как и число желающих освоить рабочие профессии. Люди, которые умеют делать свое дело профессионально, с умением, со знанием, они всегда нужны. Они были нужны, они сейчас нужны, они будут нужны. На них спрос всегда будет. Участие в таком статусном, серьезном региональном уровне чемпионате – это уже достижение, с которым я вас уже поздравляю. Но впереди тяжелая борьба, испытания. Я хочу вам пожелать успехов, удачи, упорства и, конечно же, побед. Участники занимают свои позиции. Как правило, рабочие профессии в основном выбирают парни. Но Амина Пугоева ломает стереотипы. Девушка уже 3-й год осваивает профессию электромонтажа. Бороться за звание лучшей придется с электриками из других СУЗов. Только здесь не время проявлять джентльменство. Ведь каждый из ребят прошел многоуровневый отбор. Положить кабель-канал, делать углы, потом проложить освещение, потом насос-станцию, потом программирование делаю через компьютер. А соревнования по компетенции сухое строительство и штукатурные работы в этом году в Ингушетии проходят впервые. Участникам необходимо за 3 дня выполнить 4 модуля. На сборку конструкции дается 8 часов. Далее шпаклевка, установка металлических уголков, работа с гипсом. А в завершение воплощают свои индивидуальные видения, креативные идеи. Каждый модуль у нас отделивается отдельно, оценивается по отдельным критериям. То есть здесь участники выполняют конструкцию, строят конструкцию по размерам, то есть, естественно, будет замеряться размерный ряд, то есть должны соблюдены быть технические параметры, это как вертикальность, горизонтальность, должны быть обязательно прямые углы, да, техническая, как выполнена работа, то есть должны быть соблюдены все технические соответствия по каждому модулю. С критериями оценки не понаслышке знаком Имран Тачиев, тренер национальной сборной по компетенции сухое строительство и штукатурные работы. В прошлом году он стал золотым медалистом 45-го мирового чемпионата WorldSkills. Путь к победе был долгим, вспоминает Имран. Занимался и готовился 4 года. Считает, если у молодых мастеров есть желание и стремление, то результат непременно будет. Победа, на самом деле, именно в таких чемпионатах именно открывает очень много дверей именно в плане профессиональных, в плане дальнейших работ, именно развиваться именно в чем-то, в какой-то деятельности определенной. И есть очень много перспектив не только в российском уровне, есть и на международном уровне. Отвлекать участников от работы запрещается. Все площадки огорожены. Высококвалифицированные специалисты делятся. При грамотной подготовке мастеров ничто не может отвлечь. В течение 4 часов участникам дается только 2 перерыва по 15 минут. Словом, правила жесткие, как и критерии оценки. За порядком и качеством выполнения заданий на каждой площадке наблюдают эксперты из разных субъектов страны. Оценку их работ те эксперты, которые сейчас у нас работают здесь, аккредитованы как раз своей образовательной организацией. Сами понимаете, оценка – это результат. То есть насколько качественно и грамотно была проведена оценка, соответственно, мы трезво можем оценить результат, тот, который показывают участники. Еще есть такая интересная история о том, что в процессе формирования заданий, соответственно, критериев оценки, мы, как движение WorldSkills Россия, закладывали ту планку, которая связана с отношением, скажем так, насколько близко наши ребята к мировым стандартам, которые существуют в данной профессии. Продемонстрировать свое мастерство на этом чемпионате может не только молодежь. В компетенции навыки мудреца за звание победителя борются предпенсионеры, сотрудники МРСК с многолетним стажем. Соревнование 50+ будет проходить 1 день, 8 часов. В рамках задания будет 3 модуля – монтаж, программирование и поиск неисправности вот в этом щите.
Один из участников, Юсуп Фаргиев, с электросетями на «ты» уже более 30 лет. Считают, что такие мероприятия помогают заинтересовать подрастающее поколение важными и востребованными в наше время рабочими профессиями. Мне сейчас главное заинтересовать молодых специалистов, учеников, чтобы у нас в Ингушетии молодежь были задействованы в электрических сетях, чтобы не ездили в другие города, нам будет проще детей учить у себя дома. В этом году WorldSkills объединил более 200 участников. Благодаря таким конкурсам рабочие профессии с каждым годом набирают популярность. Выпускники все чаще поступают в СУЗы. Мы планируем сделать студенческую бригаду такую по этим направлениям. Взять какой-нибудь строительный объект. Если у нас штукатурщики свои, маляры свои, электрики свои, сантехники свои, почему бы нет? Студенты и практика будут, и государству будет выгоднее. Работодатели, которые посетили сегодня в течение 3 часов, я бы взял на работу вот такие специальности. Региональный чемпионат WorldSkills продлится 3 дня. Соревнования параллельно проходят еще на 6 базовых площадках. Они открыты в Назрановском аграрном техникуме, колледже сервиса и быта, Ингушском политехническом, пожарно-спасательном колледжах и детском технопарке «Кванторио». Диана Дударова, Асхаб Белакиев, Новости 24. А теперь о напасти, распространяющейся с молниеносной скоростью. Коронавирус продолжает бушевать в Китае. Последствия его распространения видны далеко и за пределами Поднебесной. По официальным данным, общее число погибших от вируса на сегодняшний день составляет 425 человек. За жизнь и здоровье еще 20 438 активно борются медики. Случаев заражения в России 2. Это также приезжие жители Китая. О мерах профилактики и защиты от опасного вируса. Сюжет Жаридат Халухоевой. Гигиена рук, здоровый образ жизни, чтобы укрепить иммунитет и, конечно, избегание контакта с заболевшими. Элементарные правила, которые помогут защититься от китайской коронавирусной инфекции. Подробно они расписаны в памятках, которые сотрудники Роспотребнадзора раздают каждому прохожему. Информация о профилактике заболевания Минздрав опубликовал еще неделю назад на официальном сайте. Эта акция также призвана обезопасить людей. С первых дней осложнения ситуации Управление Роспотребнадзора по Республике Ингушетия предприняты все необходимые мероприятия, направлены информационные письма в соответствующие госслужбы и организации. Разработан региональный план по предупреждению завоза и распространения коронавирусной инфекции. И также ежедневно обновляется информация на сайте о состоянии заболеваемости в мире, а также проводится разъяснительная работа с населением о рисках инфицирования новой коронавирусной инфекции, проводимо профилактических и противоэпидемических мероприятий, соблюдение личной и общественной профилактики. Как известно, вирус передается воздушно-капельным и контактным путем, например, при рукопожатии. В случае заражения больной может чувствовать повышенную утомляемость. Появляется тяжесть в грудной клетке, заложенность носа, кашель, боль в горле и мышцах. Также коронавирус может вызывать повышенную температуру и озноб. Предупреждают об этом и информационные стенды и видеоролики, транслируемые во всех региональных медучреждениях. Это только профилактические меры, которые, если не пренебрегать ими, могут минимизировать риски заражения. Вместе с тем медики рекомендуют при малейших симптомах обратиться к врачу. Лучше обратиться к специалисту, к врачу, который непосредственно вами занимается. То есть это идет амбулатория, врач амбулатории или поликлиники, он уже будет знать, что делать дальше. То есть, если он видит, что это тяжелое течение, он напишет направление, сразу же сообщит нам, сообщит и в Роспотребнадзор, и в другие инстанции, санэпидемстанцию. Почему? Потому что таких людей надо будет сразу, так сказать, изолировать. Но повода для паники пока нет. В России на сегодняшний день выявлено 2 случая заражения коронавирусом. Один в Забайкале, другой в Тюменской области. Оба граждане Китая. Риска распространения нет, поскольку больные изолированы. Но профилактика усилена по всей стране. В первую очередь в аэропортах и пограничных пунктах пропуска. Жаридат Халухоева, Магомед Дидигов, Новости 24. 18 команд из 15 регионов страны покоряют горный массив Кязи.
В Джайракском районе проходит чемпионат России по альпинизму в техническом классе. Кязи встречает экстремалов уже 3-й год подряд. На этот раз им предстоит покорить 17 маршрутов, 2 из них первопрохода. О первом соревновательном дне чемпионата и первых восхождениях репортаж Идриса Ижиева. Первые скалолазы отправились покорять вершины Кязи еще с рассветом. Путь не близкий, ведь мало просто подняться, важно экономить силы, чтобы восхождение прошло хорошо и без происшествий. Команде «Питер-3» из Санкт-Петербурга еще предстоит покорить гору Кязи. Их черед испытать себя запланирован на среду. Выдвинутся альпинисты еще затемно, а пока они изучают ландшафт и консультируют товарищей, которые также представляют северную столицу. Вот он говорит, что вы были где-то здесь. Ты меня можешь ориентировать, где вы были? Алексей Соловей занимается любимым делом не 1 год. Его без преувеличения можно назвать ветераном альпинизма. Покорение горных вершин – это не для всех, ведь нужно готовиться очень долго и упорно, признается Алексей. Заявить о себе на чемпионате страны для него дело обязательное. Ведь где, как не в гордой Ингушетии, проверить свои способности. Особенно здесь, да, в Ингушетии у нас скальные маршруты, ты должен уметь лазать, вот. А при лазании очень сильно напрягаются предплечья, вот. Должны быть сильными. Для этого мы в городах ходим на скалодромы, специально оборудованные там, да, стенки с зацепками, и там тренируемся, лазаем, чтобы потом более чувствовать себя уверенно на любом рельефе. В этом виде спорта без снаряжения никуда. Вот уж чем, даже малейшей деталью пренебрегать нельзя, ведь от этого зависит жизнь и здоровье спортсменов. Вообще альпинизм сосредотачивает свое внимание на безопасности. Вот, и, соответственно, все снаряжение с этим связано. То есть все, что здесь находится, это сделано для страховки, начиная с каски, которая защищает там, от небольших ударов. Если камни летят, то все равно от этого никуда не деться. Иногда камни летают. Индивидуальная страховочная система или беседка, вот, надевается на пояс, вот. Различные петли. На чемпионат России съехались 18 команд из 15 регионов страны. Покорить Кязи задача непростая, ведь ландшафт очень сложный, а горная погода непредсказуема. Частый туман и снег могут сильно усложнить задачу альпинистам. Вот это мы видим 2 горы, она называется Кязи. Кязи центральная, Кязи главная. Вот. И вот эта южная стена этих гор, она наиболее сложная, практически отвесная стена, высокой категории сложности. На этих стенах проложено уже 17 маршрутов альпинистских. Команды, которые участвуют в соревнованиях, их всего 18, выбирают самостоятельно тот маршрут, который им нравится. Желательно, чтобы он был как можно сложнее, чтобы рейтинг его был выше, но опять же, чтобы они могли пролезть. То есть они должны соотносить со своими силами. За альпинистами следят из лагеря. Бригада судей наблюдают за командами через бинокли и корректируют маршруты по рации. Команды совершают по 2 восхождения. И каждое из этих восхождений оценивается судейской коллегией. Есть специальная формула, в которой 2 основных показателя. Это рейтинг маршрута. Чем сложнее маршрут, тем выше рейтинг. Это экспертная оценка, мы определяем ее довольно точно из своего опыта. И вторая оценка – это время прохождения. Маршруты обозначены, а первые покорители вершин Кязи скоро спустятся в лагерь. Следующие команды готовятся отправиться рано утром, а сам чемпионат продлится до 16 февраля. Здесь надеются, погода будет благоволить экстремалам, чтобы праздник спорта запомнился только с лучшей стороны. Идрис Ижиев, Магомед Белакиев, Новости 24. В школах региона начался прием документов будущих первоклассников. Заявления принимаются от тех родителей, кто хочет, чтобы дети учились в школе по месту проживания. В этом случае документы будут приниматься до 30 июня. Ну а родители, желающие отдать своих детей в школу подальше от места жительства, смогут подать заявление с начала июля до 5 сентября. Такая возможность будет предоставлена при наличии свободных мест в образовательных организациях. Порядка 2000 новых мест в детских садах будет создано в Ингушетии до конца текущего года. Новые объекты строят в рамках национального проекта «Демография». Современные дошкольные учреждения возводятся и в Сунже. Основной фронт строительных работ уже завершен. Детский сад обещает стать вторым домом для 220 малышей. Зелимхан Калоев расскажет.
Всего пару лет назад на этом месте цвел бурьян, а уже сейчас высится здание будущего садика. Все внешние работы почти завершены. Рабочие трудятся над внутренней отделкой – штукатурка, водоснабжение и электричество. Делаются отделочные работы, электрика полностью закончена. Отделочные работы у нас по стадии проходят. Где-то штукатурка идет, где-то ротбанд, шпатлевка, покраска. Где можно подогнать, где можно сделать, мы сразу определяем какие-то бригады, малые бригады и работаем. За одну из самых важных миссий отвечает Магомед Тимурзиев – за тепло. Для отопления этого здания необходимо проложить около 3000 метров трубопровода. Это евроотопление. В этом детском саду же должны учиться наши дети. В садике селения Мужичи провели отопление тоже мы. Весь материал, который мы здесь используем, самый лучший. Стараемся делать так, чтобы все было на высшем уровне. Несмотря на стоимость, акцент все же делается на качество. В двухэтажном здании для детей и воспитателей предусмотрено все. Отдельный пищеблок, игровые комнаты, медпункт, спальни, санузлы, музыкальные, хореографические кабинеты, а также актовые и спортивные залы, где дети с малых лет смогут раскрыть свой творческий и спортивный потенциал. И куда же без лифтов? Их здесь два. Один из которых грузовой, другой для людей с ограниченными возможностями здоровья. К слову, проект впечатляет. Цокольный этаж у нас помещение для техперсонала. Там постирочная, гладильная и соответствующий персонал. Первый этаж – это игровые комнаты для детей. Строительство объекта началось в октябре прошлого года и уже близится к завершению. Сейчас строители благоустраивают прилегающую к зданию территорию. Рабочие уже огородили сад, поставили теневые завесы, и совсем скоро будут готовы и детские площадки. На территории детсада у нас предусмотрены игровые площадки, 10 штук, в которых будут размещены малые игровые формы. Это и канатные дороги, и лесенки, и паровозики, горки. Потом в каждой площадке есть свой теневой навес, где дети могут укрыться от солнца, если надо, и от дождя. Объект будет сдан в эксплуатацию этой весной. Детский сад станет настоящим подарком для местных жителей, ведь с ростом рождаемости в Ингушетии появляется острая нехватка мест в дошкольных учреждениях. Проблема с яслями не только в регионе, но и по всей стране должна быть решена к 2021 году. Такую задачу поставил президент во время послания Федеральному собранию. Мы уже обеспечили практически повсеместную доступность детских садов. Но до конца 2021 года нужно полностью решить проблему с яслями. Создать в них не менее 270 тысяч новых мест, включая негосударственный сектор. Причем 90 тысяч мест должно быть создано уже в этом году. Всего же за 3 года на эти цели должно быть направлено 147 миллиардов рублей из федерального и региональных бюджетов. Добавлю, что запись в ясли, в детский сад, оформление льгот, пособий, налоговых вычетов, о которых я уже говорил и которые, надеюсь, еще мы с вами предложим, все это должно происходить без дополнительных заявлений. Благодаря поддержке федерального центра до конца года в Ингушетии откроют 14 детских садов и 11 школ. Кроме того, начнется возведение новых 10 образовательных учреждений и 1 детского сада. Зелимхан Калоев, Адам Гулоев, Магомед Шаухалов. Новости 24. Голосуем за МАГАС. Город Солнца участвует во всероссийском конкурсе «Город России. Национальный выбор». Всего в нем заявлено 83 крупных административных центра. Все они со своей историей и отличительными особенностями, как и столица Ингушетии. Сейчас МАГАС на 9-й строчке рейтинга. Как можно отдать свой голос за родную столицу, расскажет Арина Тичоева. МАГАС – самый молодой город России с богатой и древней историей. Именно здесь находится самый высокий этнографический музей в нашей стране. Современный благоустроенный парк в стиле национального орнамента, теплые умные остановки с Wi-Fi и электронной библиотекой. Наша любимая столица, город МАГАС, имеет полное право претендовать на город России, национальный выбор.
Город России – это всероссийский национальный проект. Он направлен на выбор наиболее значимого, узнаваемого и символичного города нашей страны. Из всех административных центров России предстоит выбрать тот, который обладает неповторимым историческим и культурным наследием. В конкурсе приоритет отдается именно этим качествам города. Чтобы отдать свой голос за столицу республики, необходимо зайти на сайт городроссии.рф. Найти Магаз, сейчас наша столица на 9-м месте. Голосовать можно ежедневно, но не более одного раза в сутки с одного IP-адреса. Магаз имеет все шансы выиграть, ведь именно он первый город России, который изначально строился как столица субъекта. К тому же здесь, по мнению многих историков, находился центр древнего аланского государства. Все эти плюсы, безусловно, делают Магаз особенным и привлекательным. Достопримечательностей тоже много. Гордая столица – это башня Согласия. Объект выполнен с учетом национальных особенностей и колорита. 100-метровая башня-музей привлекает своим видом и внутренним дизайном. Архитекторы здесь постарались привлечь внимание каждого посетителя. Сегодня Магаз – это город солнца, немного дождливый порою, но яркий своими красками и объектами, которые здесь открываются с каждым годом. Город уютный и комфортный для жизни, прогулок, теплых вечеров и праздничных дней. В этом году в Магазе открылась еще одна зона отдыха – городской сквер. Таким переменам особенно радуются жители столицы. Красиво, дети очень рады, здесь так интересно. Дети с удовольствием, я думаю, будут ходить сюда, отдыхать. Я думаю, это очень нужно. Я живу в Магазе, и я буду гулять здесь. Мне очень здесь нравится. Сейчас в списке голосований в первой тройке Владимир, Смоленск и Севастополь. В силах жителей республики все изменить и поднять рейтинг города. Голосуйте активнее. Конкурс завершится 30 декабря. И нашими силами любимая столица может занять уверенное лидирующее место. Рина Сычоева, Адам Далаков. Новости 24. Наш выпуск на этом завершен. Оставайтесь на канале Ингушетия.